Мы сюда положили говядина двух сортов. Одно филе говяжье, а другое говядина с головы. И немного положили куриной грудинки. Все перекрутили, добавили 200 грамм лука еще. 2 раза пропустили через мясорубку. Ну и по вкусу довели соль, перец. Кто что любит, имбирь можно добавить в сухом виде. Фарш немножко добавили воды, взбили. Он постоял у нас минут 15. Сейчас будем лепить пельмени. Тесто мы замесили одно яйцо, стакан 250 грамм воды, соль, масло и муки сколько возьмет. Тесто у нас готовое, начали лепить пельмени. Скатали мы вот такую колбаску и нарезаем на определенные размеры. Берешь вот 2 фаланга, видишь? Вот так ты прижимаешь, вот это тебе и размер идет. Ты говоришь, как ты делаешь одинаковые. Вот это и считается одинаковые колбаски. Нарезаем их. Там 15-18 выходит, смотря какую ты колбаску взял. Побольше, поменьше. Потом берем муки, их обваливаем. Это у нас безотходное хозяйство. Не надо 5 раз катать эту пышку. Сразу делаешь, лепишь, и они получаются приблизительно одного размера. Все равно не сварятся, будут все одинаковые. Теперь катаем пышечки. Тесто где-то выходит 15, от силы самое много 20 грамм, в основном 15 грамм теста. И фарш грамм 20 выходит. Фарш можно положить свинину, индюшатину, кто что любит. Можно даже чеснока, кто любит с чесночком. Теперь ложим фарш. Как вы плов руками едите, так и фарш наложим. Ручками, своими пальчиками. 3 пальчика так берем и ложим. Можно ложкой, кто как привык. Это быстро, хорошо. А если когда всей семьей сядете лепить, вообще время быстро пролетает. И незаметно. Ты уже главное хорошо слепить, чтобы они не расходились. Ой, хватит снимать, садись лепить.